Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» снова победила на парламентских выборах и сможет сформировать однопартийное правительство. Однако эта победа не дала партии власти полной свободы рук. Правящие силы не дотянули до конституционного большинства, которое позволило бы менять Конституцию без оглядки на противников. Одновременно выборы показали глубокий раскол в обществе. Оппозиция, несмотря на административное давление, суммарно собрала почти столько же голосов, сколько партия власти. С какими проблемами столкнется новый кабинет Никола Пашиняна и как теперь будут выстраиваться, например, отношения Армении с Россией? Это одни из главных вопросов, которыми задаются эксперты, аналитики и политологи. Научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении Сергей Мелконян считает, что победа Пашиняна была обусловлена довольно простой формулой «мир или война». Цитата. Пашинян, считает эксперт, предложил гражданам очень простую рамку. Мир или война, на мой взгляд, она далеко не точно отражает реальность, потому что никто из оппозиционных лидеров не призывал отказаться от мирного процесса с Азербайджаном и возобновить конфликт. Но Никол Пашинян прямо заявлял, если правящая партия не получит конституционное большинство, то уже в сентябре якобы начнется война и Азербайджан нападет на Армению. Это стало лейтмотивом его избирательной кампании. И такая риторика не могла не повлиять на настроение людей. Но есть и объективные экономические показатели. В последние годы в Армении наблюдается экономический рост, и население это чувствует, считает эксперт. Прежде всего, выборы показали наличие глубокого внутриполитического раскола в Армении, считают многие наблюдатели. Итоги голосования показали, что армянское общество сильно поляризировано, и раскол проходит не только по вопросам внешней политики, нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, отдаления от России и сближения с Евросоюзом. Избирателей волновали и внутренние конфликты, отношения правительства с церковью, давление на бизнес-круги, борьба с оппозицией. По этим темам в обществе тоже существуют противоположные позиции. О расколе общества говорят и сами результаты. Правящая партия получила почти половину голосов, но примерно столько же в сумме получили силы, выступающие против нынешнего курса. Поэтому итоги можно трактовать двояко. Стакан наполовину пуст или наполовину полон. Говоря об отношениях с Россией, Мелконян отмечает, что, по его мнению, Армения попытается снизить зависимость от России в экономике, энергетике и финансах. Армянские власти поняли, что Россия в будущем может активнее вводить экономические ограничения и будут стараться сделать их эффект для страны минимальным. Но неясно, насколько успешными окажутся альтернативы российскому направлению. Часть армянского экспорта на российский рынок действительно можно диверсифицировать и распределить по другим направлениям. Но есть более чувствительные вопросы, например, поставки пшеницы, газа и удобрений из России. Здесь пространство для маневра заметно меньше. При этом, судя по риторике Пашиняна, Армения намерена сохранять участие в Евразийском экономическом союзе настолько долго, насколько это будет возможно. Но вопрос о референдуме по членству в Европейском союзе вынуждает власти страны определиться. При этом многие эксперты отмечают, что картина не черно-белая, она гораздо сложнее. Часть населения может поддерживать правящую партию, но одновременно выступать за сохранение тесных связей с Россией. А сторонники евроинтеграции могут голосовать за оппозицию. Армении фактически поставили дедлайн, чтобы она четче обозначила свой внешнеэкономический вектор. Очевидно, что вернуть армяно-российские отношения на уровень до 2022 или до 2020 года уже сложно. Фарш обратно не прокрутишь, говорит эксперт. Изменился регион, изменился весь мир. Россия и Армения тоже во многом изменились за последние годы. Между странами возникает новая нормальность или ненормальность. Скорее всего, на повестке дня окажутся вопросы о железных дорогах Армении, российских пограничниках на армяно-турецкой и армяно-иранской границах, а также о будущем российско-армянского сотрудничества в атомной энергетике. Решения по этим вопросам имеют для России стратегическое значение. Некоторые из них могут быть приняты уже в краткосрочной перспективе.